У нас на филологическом факультете Паневропейского университета Аперион подписано достаточно много международных договоров о сорадне. Подписаны договоры с Московским государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом, с Московским государственным региональным университетом, с университетом имени Пушкина, с университетом дружбы народов, а также в Тамбове с государственным университетом, в Липецке и в Иваново. Я бы хотела вам представить, в рамках нашего договора с Московским государственным региональным университетом как раз-таки обмен стажерами. И сейчас у нас в гостях на стажировке Дарья Николаевна Скрипникова, аспирантка методики преподавания русского языка и литературы. Она приехала к нам для того, чтобы собрать материал для своей диссертации, обменяться опытом преподавания русского языка в славянской среде и, может быть, и научиться чему-то новому. Я хотела бы вам представить нашего стажера Дарью Николаевну Скрипникову. Очень приятно. И хотела вас спросить, какова же цель вашей стажировки? Цели моей стажировки. У меня было несколько целей стажировки. Во-первых, мне хотелось получить международный опыт преподавания в системе высших учебных заведений. Во-вторых, я хотела изучить новые методики в преподавании русского языка в инославянской среде. А в-третьих, мне хотелось повысить уровень своих профессиональных знаний, навыков и компетенций. И, конечно же, я хотела собрать как можно больше интересного практического материала для написания своей диссертации. А каковы ваши впечатления о нашем факультете, об нашем университете, о нашей информационной платформе? Я впечатлена уровнем информационной обеспеченности университета. Впервые я увидела такую серьезную работу в информационном плане. Каждая аудитория оборудована всем необходимым для проведения современных уроков, я думаю, по любым предметам. Касаемо моего предмета, это было просто для меня... Это мотивировало меня на создание как можно более интересных уроков. Я подбирала различные форматы видео, аудиозаписей, которые могла воспроизвести в любой аудитории. Это очень нравилось студентам. Да, это очень нравилось студентам, и звук прекрасный. Также меня впечатлила информационная платформа проведения занятий онлайн, когда студенты имеют возможность посетить лекцию, находясь абсолютно в другом месте территориально, имея лишь доступ в интернет. Создана хорошо разработана платформа, виртуальная среда, где преподаватель общается со студентами других филиалов. Также это прекрасный способ обмена опытом между преподавателями различных филиалов университета. Индивидуальные консультации с каждым студентом проводятся у нас. Это, конечно, великолепно, я с вами согласна. Также в университете очень понравилось отношение студентов к предметам. Мои студенты всегда посещали занятия, выполняли все домашние задания, старались и искренне улучшить свой уровень. И я даже заметила, например, сравнивая первое занятие и последнее занятие интенсивного курса, я заметила улучшение письменной разговорной речи студентов. Большое вам спасибо за ваш интенсивный курс. И для нас это была большая нам помощь, поскольку настолько интенсивных занятий у студентов в принципе нет. У нас существует определенное расписание и определенное количество часов, конечно же.
С одной стороны, часы у вас лимитированы, но с другой стороны, я увидела и плюсы в этой системе. Например, когда проводились лекционные занятия, то я обратила внимание, как четко сконцентрированы мысли преподавателя. Ведь нужно переработать огромный материал курса и за минимум времени изложить максимум полезной информации для студентов. Так как я занимаюсь... Важное и нужное по предмету. Да, так как мои научные интересы представлены именно в информационной переработке первичных текстов, то для меня это являлось очень интересной особенностью, как преподаватель, каким способом преподаватель может сократить, сжать информацию, не потеряв изначальный смысл. Очень говоря, что понравился ли вам город Баня-Лука, люди, живущие в этом городе, что вы посмотрели в Баня-Луке? Очень все понравилось. Люди необыкновенно гостеприимны, дружелюбны, всегда встречают тебя с улыбкой, помогают во всех ситуациях. Старались мне, сотрудники университета, показать как можно больше интересных мест в городе. Проводили экскурсии. Я была окружена вниманием, заботой, поддержкой во всех ситуациях. Это было очень приятно. Город Баня-Лука милый, уютный, очень много зелени, прекрасный чистый воздух, замечательные натуральные продукты. И несмотря на то, что по московским меркам Баня-Лука не такой большой город, но здесь удивительно сконцентрировано все, что нужно для жизни. Все учебные заведения, любые учебные заведения, любые спортивные заведения, учреждения культуры. Очень понравилось. Спасибо вам большое за такой отзыв о нашем университете. И мы, конечно же, желаем вам, чтобы вы как можно быстрее защитили диссертацию и приехали к нам на работу в наш паневропейский университет, на филологический факультет. Ждем вас, чтобы вы могли приехать. Спасибо большое. Я надеюсь, что действительно моя работа здесь, моя стажировка была полезна чем-то, потому что мне искренне хотелось заинтересовать студентов жизнью в России, русским языком, мотивировать их на дальнейшее изучение языка. И стажировка здесь была очень ярким событием в моей жизни, и я хочу выразить слова благодарности учредителям университета, руководству университета Апейрон за приглашение, за возможность проживания и в городе Баня-Лука, за возможность преподавания в университете такого высокого европейского уровня. Я хочу поблагодарить вас, моего наставника Ларису Ивановну Чович, за то, что делились со мной практическими советами по методикам преподавания, за то, что дали мне столько важной и ценной для меня информации по построению моих уроков и по моей будущей научной работе. И я очень хочу поблагодарить руководителя международного отдела моего университета, где я учусь, Московского государственного областного университета, Юдина Алексея Владимировича, за то, что занимался организацией моей стажировки и предоставил мне такой шанс пройти практику в Европейском университете. Это была беседа с нашим стажером Дарьей Николаевной Скрипниковой, аспиранткой кафедры методики преподавания русского языка и литературы Московского государственного областного университета, естественно, в городе Москве, Российской Федерации. Спасибо за внимание.